Приветствую вас на канале Словения с Хельга Вайт. И перед тем, как мы начнем обсуждать новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. Всю Европу потрясла новость из Лиссабона. Вечером 3 сентября в Лиссабоне произошла трагедия. Известный фуникулер «Глория» сошел с рельсов и на высокой скорости скатился с высоты около 50 метров, прежде чем врезаться в здание. В результате аварии погибли 16 человек, еще 23 получили ранения, из которых 9 находятся в тяжелом состоянии. Среди погибших граждане 8 стран – Португалии, Великобритании, Франции, Испании, Италии, Бразилии, Германии и США. Особенно ужасает судьба 3-летнего ребенка из Германии. Его отец погиб в этой ужасной катастрофе, а мать находится в тяжелом состоянии в больнице. Они проводили отпуск в Португалии и в тот вечер решили прокатиться на известном фуникулере. Фуникулер «Глория» работал с 1885 года и являлся одной из самых известных достопримечательностей Лиссабона. После трагедии власти Португалии объявили 3-дневный траур, а владелец фуникулера, компания «Керрис», начала техническую и уголовную проверки, чтобы установить причины аварии. В свою очередь выражаю соболезнования всем пострадавшим в этой трагедии. Тем временем в Словении чуть не произошла масштабная трагедия, также связанная с фуникулером. На горе Великопланина около 250 туристов оказались заблокированы на канатной дороге после того, как трос был сильно поврежден ударом молнии. Туристы провисели на высоте несколько десятков метров. Канатную дорогу закрыли на проверку и ремонт. Для спасения туристов на место прибыли спасатели. Людей эвакуировали поочередно. Кабинки осторожно опускали на землю с помощью мобильных подъемных механизмов и тросовых систем. Их жизни буквально висели на волоске. Если бы трос оборвался полностью, то последствия были бы катастрофическими. Слава богу, в этот раз обошлось без жертв. Петер Сальцман, австрийский экстремальный спортсмен, установил новый мировой рекорд по скорости в вингсют-прыжках, достигнув скорости 347 км в час. Подвиг был совершен на северной стене знаменитой горы Эйгер в Швейцарии. Сальцман прыгнул с участка, известного как «Экстази-борд», расположенного на высоте 3713 метров над уровнем моря. В специально разработанном вингсют-костюме он преодолел 2073 метра в долину, превысив предыдущий рекорд на 7 километров и обогнав дрон, с которым соревновался. Максимальная скорость была достигнута через 20 секунд после старта, и в течение 7 секунд он летел со скоростью более 340 км в час. Скорость была точно измерена с помощью встроенного трекера и радара. Для Сальцмана этот прыжок стал кульминацией многолетних усилий и экспериментов в области аэродинамики и технологий вингсют. На самом деле это действительно экстремальный и очень опасный вид спорта. По статистике, с 1981 года в вингсют-полетах погибло более 400 человек, что соответствует смертности 1 случай на 500 прыжков. Для сравнения, в парашютном спорте смертность составляет около 1 случая на 200 тысяч прыжков. В Словении браки между двоюродными братьями и сестрами явление нередкое. По закону такие браки разрешены. Но, к сожалению, дети в таких браках чаще всего сталкиваются с тяжелыми генетическими болезнями. В некоторых регионах такие браки существуют на протяжении поколений. Местные жители смотрят на это спокойно, с уважением к обычаям и традициям своей страны. Но каждый такой брак – это не просто вопрос любви, а ответственное отношение к своим потомкам. Откройте свой разум. И дополнительная нагрузка на словенскую медицину. В горах Словении произошла трагедия, которая напоминает о том, насколько опасны даже, казалось бы, знакомые маршруты. 3 сентября в районе леса Мартульек 48-летний турист во время спуска с деревянного моста сорвался в пропасть. Несмотря на быстрые спасательные действия, мужчина скончался на месте от полученных травм. Эта трагедия – жестокое напоминание. Горы прекрасны, но они не прощают ошибок. При походе в горы нужно быть крайне внимательными и осторожными.
Словенская полиция провела рейд в маленьком городке Медводы. Придя на одну из строительных площадок, они обнаружили 8 нелегальных работников, у которых не было разрешения на работу. 3 нелегалам выданы предписания срочно покинуть Словению. Всем остальным выписаны штрафы. Оказывается, и в Словении работодатели не боятся брать на работу людей без документов и без оформления. Похоже, во всем мире на стройках очень часто работают нелегалы, и полиция об этом знает. Хорошо, хоть в полиции не работают нелегалы. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от плюс 13 до плюс 26. Облачно с прояснениями. Спасибо, Алиса. Всегда рада помочь. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, подписываться на канал, ставить лайки и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока!